у меня обнаружился туберкулез, двухсторонний распад легких. И мне дали группу инвалидности. И когда мне дали группу инвалидности, ребята сказали, что ну, Ильдар, у тебя шансов остаться живых уже никаких нет. Я стал вспоминать, думаю, может, у меня есть какие-то добрые дела, за которые Аллах мог бы меня простить и привести в рай. Я понял, что свет идет не от ламп, не освещения, а свет идет от стены. И когда я повернулся к стене, я увидел, что стоит Господь Иисус. Его одежды были белоснежно-белыми, такого белого цвета здесь на земле его нету просто. И когда я проснулся утром, я проснулся уже христианином, слава Богу. И я проснулся совсем другим человеком. Желание сердца моего – это, конечно, прославить имя Божие, имя Господа Иисуса Христа. Оно раньше для меня было чуждым имя это, незнакомым, потому что я был рожден в семье мусульман, и имя Иисуса Христа никак не воспринималось, не вспоминалось. Наоборот, мусульман даже все, что связано с христианством, это всегда негатив. И от Христа я был очень далек. И сегодня, наоборот, я могу это имя с удовольствием великим произносить. Для меня это наслаждение. И хочу рассказать, как произошло в моей жизни, что я смог полюбить Иисуса, смог полюбить, прославлять это имя. И начну с детства, что, как говорил, родился в семье мусульман, где с детства мне учили арабскому языку, молитвам на арабском языке, Корану и разным таким вещам восточным. Бабушка особенно в этом преуспевала. Я алфавит уже знал, наверное, быстрее научился алифбу читать наизусть раньше, наверное, чем даже русский алфавит. И вот так возрастал в семье мусульман, где славили только Аллаха, поминали имя Его и Мухаммеда пророка, как они говорят. Христос был очень чужд для меня, хотя я рос среди русских людей в небольшом лесном поселке. У нас был поселок, много было ссыльных людей. Но тем не менее я видел, как люди справляют праздники христианские, несмотря на время атеизма, коммунистическое время. Справляли Пасху. У нас была соседка, которая всегда приходила, угощала меня разными куличами, там, крашенными яйцами, говорила о Христе. Для меня это было очень непонятно, то, что она пыталась мне объяснить. Но тем не менее, это было с детства. И так я, возрастая, я начал видеть, что честным трудом добиться чего-то, успеха какого-то хорошего, быстрого. Я видел, что практически не предоставляется возможности такой. Наоборот, я видел, как преуспевают беззакония, которые люди пребывают, как это все культивировалось среди друзей моих, среди которых я рос. И глядя на все это, я понял, что гораздо легче зарабатывать и преуспевать, делая беззаконные вещи. Наставить меня как-то, пытались, да, мне говорили, что мои близкие родственники, что путь беззакония, он ни к чему доброму не приведет. Но в то же время были те же близкие друзья и родственники, которые наоборот говорили, что только так можно прожить в этом мире. И у меня сердце начало склоняться более к таким вещам и к друзьям, которые вели себя так вот, сказать, если по-библейски, как вот непристойно. И я помню, когда им присоединился к такой компании, они охотно меня приняли и начали пытаться внедрять свои вот эти вещи, которые они жили, в которых мне было это очень интересно,
Но я боялся этого. Какой-то страх был внутри, непреодолимый. Я помню, когда они мне сказали, попросили, чтобы я сматерился, потому что, говорят, мы же все материмся, а я тогда не мог материться. Для меня был это непреодолимый барьер. И я помню, они приступили так прямо очень сильно, с напором таким. И говорили, какие слова я должен сказать. Я долго так не мог это сказать. Но потом думаю, ну, чтобы они отстали, я это скажу. И вот как сейчас помню, когда я первый раз матерился, у меня прямо такое ощущение было, как будто меня грязью облили, и внутрь я проглотил эту грязь. И было такое ощущение очень нехорошее, мне было очень тяжело после этого. И вот каждый раз, когда я с этими друзьями, своими новыми стал вместе находиться, я каждый раз все глубже и глубже погрязал в этих вещах. Сначала я это осуждал сам себе, а потом уже стал просто это заглушать, что ничего как бы страшного в этом нету. Хотя это доставляло мне большие беспокойства и проблемы. И потом такая жизнь, она давала свои плоды. Я получал возмездие очень быстро, причем и это замечал, что и я понимал, что это именно от Бога приходит наказание в мою жизнь, потому что те беззакония, которые я стал делать, они не могли остаться вот так вот неразрешенными. Хотя я вот смотрел на некоторых, у них не было проблем, казалось мне на тот момент. Но потом смотрю, одного посадили там на малолетку, другого там в комнату милиции, разбирательство, родители штрафовали. Потом и до меня очередь дошла. И, в общем, к армии уже дело до того дошло, что если где-то что-то происходило, то в первую очередь приезжали ко мне милиционеры. И не каждое утро, но очень часто вот утром слышишь стук в дверь и уже понимаешь, что приехали из милиции. Приезжал участковый, начинал расспрашивать, где я был тогда-то и тогда-то. Сердце так от страха сжималось, потому что много уже накопилось беззаконий разных, и думаешь, по какому поводу он приехал. И когда он потихоньку начинает раскрываться, и понимаешь, какой его именно день интересует, какое событие, какой момент, и ты так вздыхаешь внутренне с облегчением, думаешь, ну, слава Богу, как бы это самое страшное не открылось. И как можешь, там ведешь свою игру эту. Все это продолжалось до армии. После армии я немножко как бы задумался о жизни, там возможность появилась такая. Ну, знаете, привычки и то, к чему ты уже привязан, оно возвратило меня обратно все. Нашлись друзья те же. И мне уже стало неинтересно с ними. Я уже искать начал что-то большего. И в конце концов я уехал в Москву и познакомился там с ребятами. И это все меня привело в места лишения свободы. И когда я туда попал, знаете, мне с одной стороны было интересно, что дальше будет, но с другой стороны я понял, что я потеряю сейчас очень много лет в своей жизни. Это будет там без доступа к чему-либо, к чему я привык. И как приключение, с одной стороны, вроде бы, да. Но с другой стороны, мне уже так вот в жизни все поднадоело, потому что уже не оставалось ничего такого, чего бы я не попробовал. И мне уже так было просто противно даже жить. Интерес пропал ко всему, потому что все, что можно было как бы достигнуть, оно уже было почти достигнуто. И уже интереса такого у меня не было. Слава Богу, Бог меня помиловал от наркотиков. Хотя были случаи, когда я хотел это попробовать, но так получалось, что меня Бог от этого отвел. Каждый раз что-то не получалось. И вот, когда я там оказался, я стал понемногу задумываться опять о жизни. До этого были случаи, когда я возвращался там, где я родился, в тот поселок. И я приходил во двор к себе, и в таком полутрезвом состоянии я всегда смотрел на небо
И всегда было такое звездное небо, звезды были так близко, все небо прямо было усыпано. И я всегда, глядя на небо, я говорил, обращался к Аллаху и говорил, ну неужели вот это все? Все, ради чего я родился, вот это все, чтобы получить какое-то удовольствие, ну, может быть, кому-то там сделать приятное. И все. Я понимал, что есть какая-то, что-то есть, что может насытить мой дух, прямо изголодавшийся, истосковавшийся. Я понимал, что есть где-то какое-то предназначение, самое важное, самое основное. Но это было так далеко для меня и недоступно, что я от отчаяния прямо вот такие вопросы задавал, когда приезжал туда. И вот когда попал в места лишения свободы, я стал вспоминать эти ситуации и стал задумываться об этом. Там как раз находился такой имам, тоже попал за беззаконие. И я ему стал писать, он мне как бы пояснял на духовном уровне. И тогда попала мне Библия впервые в руки. Даже не впервые, но по-серьезному я вот так ее хотел изучить. И вот этот имам, когда я ему написал, он мне сказал, отбрось ее от себя как можно подальше и не бери ее в руки никогда. Это меня еще остановило на несколько лет. И я вспоминаю еще, у меня был у брата друг, который был такой вообще бывший боксер. Его очень все боялись. И когда он освободился из тюрьмы, то мы с ним встретились. И я увидел, что это совсем другой человек. Не тот, что был раньше. Он улыбался, у него глаза светились. Я его звал, говорю, пойдем отдохнем, у меня все для этого есть, поехали со мной. А он мне говорит, ты знаешь, Ильдар, тебя Бог очень сильно любит. Я так удивился, я говорю, как меня можно любить? Я говорил, ты знаешь, за мои беззакония, это еще было до армии, я уже это осознавал, я говорю, за мои беззакония меня мало даже лишить жизни, нужно сделать намного больше, чтобы вообще навсегда мое имя изгладилось. Я очень много зла сделал. Но он улыбался и говорит, я намного больше тебя это сделал. И Бог меня простил. Он меня очень сильно любит и тебя любит. Я уже был тогда на тот момент так близок к его словам, к его покаянию. Но вы знаете, вот это мусульманство, что я родился в мусульманской семье, это меня остановило. И я, знаете, так замкнулся и не стал дальше пускать это в сердце свое. Но меня это очень сильно затронуло тогда. Я удивлялся, что как такой человек смог изменить жизнь свою полностью. Для меня это было немыслимо. Он такой был очень сильный человек. Он даже, помню, одним ударом человека, больше второй раз ему не надо было ударять. Это все решался любой вопрос. Человек терял сознание. Я никогда больше не видел таких людей. И для меня он был таким авторитетом. И вдруг он стал кротчее, чем, наверное, или кротче, как сказать, очень кроткий, такой смиренный. Я удивился, это был другой совсем, абсолютно человек. И вот мне нравились всегда эти сильные волевые люди. И когда я попал в места лишения свободы, я тоже искал близости, дружбы с такими людьми. Даже помню, адреса их записывал, чтобы встретиться потом в дальнейшем с ними. И вы знаете, для меня был такой сильный урок. Один человек тоже был такой авторитет. Он был в нашей камере. И потом так получилось, что его перевели в другую камеру. И когда прошло где-то больше года, я 2 года почти в тюрьме находился под следствием. И когда прошло уже больше года, и он опять пришел в нашу камеру, и ребята говорят, пойдем чаю попьем, поговорим. Он им говорит, ребята, я уже не тот, который был раньше, у меня в жизни произошли серьезные перемены. И он говорит, я уже сейчас в касту обиженных уже попал. И для нас это был, конечно, большой шок. Мы смотрели на него, и мы не могли поверить, как такое могло произойти. И для меня это был такой урок уже в то время, что от нас ничего в этой жизни не зависит. Все в руках Божьих. Даже такой сильный человек и такой способный и волевой, он, знаете, попал в такую беду, из которой уже
по мирским, по житейским понятиям уже не выбраться никак. Это наталкивало на мысли, на то, чтобы задуматься, а как же вообще можно обезопасить себя, как можно стать таким, чтобы все было в твоей жизни верно, так как должно быть. И никаких ответов не находилось, потому что ничего застрахованного от каких-то таких негативных вещей на этой земле нет. И это наталкивало на мысли, я задумывался. И потом, когда меня перевели на зону, я стал очень быстро худеть. Мы там проходили в одном месте по этапу, и там смена была такая нетрезвая. И нас одной иглой, человек 70, кровь, анализ брали. Пытались отказываться, но это было бесполезно. Там расправа сразу же была бы. И, в общем, когда у меня кровь взяли, у меня вот это место, где вены, кровь брали, оно не заживало. И пока я на зоне там был, оно как бы немножко подсохнет, потом расчесывается. И опять. И я стал катастрофически худеть очень быстро. И дошел уже до веса такого 54 килограмма я весил. И уже меня в отряд дистрофиков перевели. Потом уже пытались как-то и весы там подкрутить, чтобы у меня вес хороший показывал. И линейку уже там подправляли, что я подхожу по параметрам, но все равно я худел, я подсыхал. И пришлось меня отправить в больницу. И когда я туда приехал, все, ко мне прибежали туда и увели меня в бациллярную палату, и у меня обнаружился туберкулез. Двухсторонний распад легких. И мне дали группу инвалидности. И когда мне дали группу инвалидности, ребята сказали, что Ильдар, у тебя шансов остаться живых уже никаких нет. Потому что в то время, я не знаю как сейчас, но в те времена вообще добиться, чтобы тебе группу дали инвалидности, это уже, можно сказать, ты покойник. И я только ждал своего часа. Каждый раз в нашей палате, каждый день практически, или через день, но кто-либо умирал. Мы просыпались, только смотрели, говорили, ну-ка пошевели, там что-то он не шевелится. Потолкают, смотрят, все, уже человек уже умер. И я только ждал своей участи. Другого варианта у меня не оставалось. И вы знаете, когда смерть так близка к тебе, ты начинаешь уже думать о Боге, о вечности с полной серьезностью. То есть, если мы в такой житейской обыденности мы можем из 100%, допустим, в сегодняшнем дне, может быть, 1 или 1,5% всего Богу уделить, да? Задуматься о Нем, помолиться. Но когда ты серьезно болен, и смерть уже дышит тебе в лицо, тогда в этот момент ты работаешь, мысли направлены к Богу о том, что тебя ждет, 98% это точно. Ты думаешь об этом. И у тебя уже никаких иллюзий нету о том, что, может, меня пройдет это стороной. И, знаете, в этот момент я стал думать, размышлять о том, что меня ждет, что я пред Богом предстану, тогда я думал пред Аллахом. И я стал вспоминать, думаю, может, у меня есть какие-то добрые дела, за которые Аллах мог бы меня простить и привести в рай. Я стал перебирать все свои жизни добрые вещи, которые мне казались на тот момент добрые, но я видел итог их, вспоминал, и я видел, что добра-то из этого никакого не выходило. Хотя помыслы начинались именно добрые. И тогда я понял, что ничего хорошего-то уже меня не ждет. Все, что бы я ни перепробовал, вспомнить доброго, оно не годилось для того, чтобы хотя бы меня как-то оправдать или замолвить за меня доброе слово. И я понял свое отчаянное положение. Я стал молиться, мне прислали Коран. Я стал молиться, намазы совершать, 5 намазов в день. И таким образом у меня была одна единственная мечта. Это был предел всех моих мечтаний. Я хотел умереть
рядом со своими близкими родственниками. Я не хотел умирать в неволе. Вот это это был высший пик вообще всего, что я мог желать. Дальше этого я даже не смел загадывать, потому что было бесполезно. Я видел это все, что умирают люди день за днем. И, в общем, вот так вот я ожидал своего момента, молился, к Аллаху взывал. И однажды я услышал от ребят, что создана такая комиссия, при президенте был тогда Ельцин Борис Николаевич, комиссия по помилованию. И там люди писали, перечисляли доводы, по которым могли бы рассмотреть их прошение о помиловании. И нужны были такие веские, серьезные основания. И я решил попробовать, потому что у меня как бы более-менее такое положение было очень усугубительное, по которому я мог бы попросить, чтобы меня помиловали. Я прочитал статью, что Борис Николаевич Ельцин, он миловал 14 человек в год. И я думал попасть вот в эти 14 тысяч, и я стал писать письмо, стал перечислять доводы, по которым меня можно освободить. И я написал, что я серьезно болен, что дали группу инвалидности. О своем тяжелом семейном положении написал. У меня брат умер на тот момент. В общем, я это все перечислил. И думаю, что еще можно написать. Я решил написать, что я еще стал верующий, глубоко верующий человек, как я себя считал на тот момент. И хотел написать, а потом думаю, на тот момент, если вы помните, были взрывы такие по всей нашей стране. Террористы взрывали дома. И все это ссылались на мусульманские группировки. И я думаю, если я напишу, что я истинно верующий мусульманин, то я перечеркну вообще все, что я написал здесь. Это, можно сказать, свести к нулю. И я стал задумываться, вроде довод-то хороший, весомый, а он не может сыграть как бы в пользу мою. И тогда мне пришла мысль, думаю, а так давай я напишу, что я христианин. Какая разница, я же уверовал. И я так довольный собой, обманным таким мыслями, такими движимыми, написал, что я христианин, верю в Бога. И довольный собой запечатал конверт. Ну не запечатал, а так положил все в конверт. Такой довольный собой это все положил. И думаю, сижу и размышляю. И потом думаю, а вдруг так получится, что придут ко мне и спросят, а кто такой Христос? Кто такие христиане? О чем это вообще вера, религия? И я так немножко поднапрягся и думаю, надо мне эту веру изучить, чтобы я мог дать ответ достойный, чтобы не открылся мой обман. И я решил пойти, у нас были ребята, которые приняли Христа, уверовали, на первом этаже они были, у нас двухэтажный был барак. И я пошел туда. Тогда на то время я даже вот подняться на второй этаж за один раз не мог. Мне нужно было вот до половины поднимался, а потом отдышка у меня была. И потом я уже, набравшись сил, поднимался за второй раз, уже поднимался на второй этаж. И вот я спустился к ним, пришел. Они, когда зашел, они посмотрели на меня, и они сразу поняли, что я пришел не искренне. Они так и сказали мне, что ты задумал опять, что ты решил сюда прийти? Я говорю, нет, я хочу просто узнать о Христе. Ну, так получилось, что они не захотели мне об этом рассказывать, они не поверили мне. Может быть, я себя вел как-то не так. Но один там был парень, Алексей, его сегодня, к сожалению, живых уже нету. Он пошел со мной в прогулочный дворик и стал мне рассказывать о Христе. А у меня была газетка в кармане, и там такое повествование было, мусульманская газета, где такой там православной церкви был Полосин Вячеслав. Он принял ислам, и его назвали там Полосин Вячеслав Али. И я газету это достал и стал ему показывать. Вот, говорю, мусульманство, оно самое верное, самая правильная религия, самая чистая. Стал ему доказывать. Он выслушал, посмотрел эту статью, и он стал мне, слава Богу,
Я очень благодарен Ему и Господу, что это случилось. И Он мне стал рассказывать о Духе Святом. Он мне стал говорить, что есть такой Дух Святой, третья личность Божества, который дает дары пророчества. Он раздает это как подарки. Для меня это был вообще просто шок. Дары пророчества, дары знания, премудрости, видение дает, видение дает языки разные. Для меня это было таким шоком. Я говорю, подожди, ты о чем говоришь? Я говорю, это на сегодняшний день все существует. Он говорит, да, это существует. Бог это все дает даром, дарит это тем, кто принимает Христа. Для меня, конечно, это было вообще полнейшим шоком. И вы знаете, я задумался об этом, думаю, надо посмотреть в мусульманских писаниях, что об этом говорится. И когда мы с ним расстались, я говорю, я на второй этаж не мог за один раз подняться, а здесь, когда мы с ним расстались, я просто забежал на второй этаж бегом, и я начал всю литературу поднимать, начал листать, где написано о Духе Святом. И вы знаете, в мусульманской литературе я нигде не нашел ни одного слова, где написано о Духе Святом. Я был так расстроен. И это второй раз, когда я уже по-серьезному Библию в свои руки взял. Я взял ее, чтобы найти места, посмотреть, где написано о Духе Святом. И когда вот я нашел это в Деяниях апостола, я, конечно, был очень потрясен. У меня внутри что-то такое произошло. Я стал так размышлять, думаю, почему это сокрыто от людей? Мы куда-то лезем в космос, мы хотим какие-то достижения там в электронике, достичь какие-то вещи. Как бы казалось, вот выход из всех этих положений, мучений. Обратись к Господу, Он тебе откроет намного больше, намного лучше. И ты будешь в полной безопасности, ты будешь спокоен. Тебе не надо спать ночами, не спать ночами, что-то изобретать. И для меня, конечно, это произвело очень сильное впечатление. И потом стал к нам ходить служитель Александр. И вот он приходил и рассказывал о Христе. И мне сказали, ты можешь вот туда тоже сходить на собрание. И когда я пришел, я увидел, что это очень молодой парень. И я пошел, и первая моя мысль была вообще, вот знаете, не послушать о Христе, а посмеяться там, повеселиться. Я думаю, сейчас приду, поймаю его на слове какое-нибудь и разверну это все в смехотворную форму, и мы повеселимся. Такое у меня было первое желание, когда я его увидел. Я пришел вместе со всеми, сел за стол, он в столовой там говорил. И вы знаете, у меня был полный шок, когда он открыл уста свои и начал говорить. Каждое слово, которое он говорил, это говорил очень мудрый как будто человек, проживший большую жизнь, имеющий большой опыт. И вот под каждым словом его можно было вот расписываться и печать ставить. Расписываться и печать ставить. Я так удивлялся, думаю, ну неужели я не найду ничего, в чем можно его зацепить в слове? И я ничего не нашел. У меня как будто вот два полушария, они разъезжались как будто в разные стороны. Я визуально видел, что этот человек ничего еще в жизни толком не видел. Но то, что выходило из него, оно впечатляло меня очень сильно. Его слова были внушительные, весомые. И я вообще ничего не мог понять, как это может быть. Я видел мудрых людей, но они обычно, им хотя бы лет за 35 было, за 40. Но здесь это никак не совпадало с моей практикой, с моими жизненными позициями. Я видел, что-то происходит, нечто такое. И я захотел остаться с ним, поговорить после этой беседы. И когда я к нему подошел, я ему сказал, что я вот в таком положении, я умираю. И он мне сказал такие слова. Он говорит, тебе надо покаяться. Ты видел, вот выходили ребята каяться. Я говорю, нет, я выходить здесь не буду. Для меня это сверх уже унижение такое. Он говорит, ну знаешь, ему так Бог дал мудрости такой. Он говорит, ты знаешь, ты можешь сегодня прийти в палату, и ночью, когда ты будешь ложиться спать, ты можешь обратиться к Иисусу, сказать, Господь, прости мне мои грехи.
Я говорю, для чего я должен это делать? Он говорит, кроме Иисуса грехи простить никто не может. Таких полномочий не дано никому. Мухаммед дано это? Я говорю, нет, никто не может знать, прощены грехи ему или нет. Только когда ты умрешь, он говорит, нет. Иисус дает уже прощение живущим уже здесь на земле, родившимся здесь. И ты это точно будешь знать. Для меня это казалось каким-то бредом вообще. Как можно получить прощение грехов, не побывав на небесах даже. Но тем не менее, его слова, они мне глубоко проникли в сердце, потому что он сказал об Иисусе, такие слова написаны, что никто не приходит ко мне, как к Отцу, как только через меня. Иисус такие слова сказал. И он говорит, что полномочия Богу Отцу могут только быть через Иисуса Христа. Нету другого имени. И вы знаете, это как бы мне как будто пульсировало даже в разуме моем эти слова. И когда я лег спать, совершив намаз очередной, я лежал на кровати и думал, ну, Ильдар, от тебя разве что-то убудет, если ты произнесешь эти слова. Скажи и обратись к Иисусу. Ничего же не убудет, не прибудет. Ничего страшного не будет. И я так вот лежу, я его Господом тогда назвать не мог, у меня язык даже не мог повернуться, назвать Иисуса Господом. И я сказал такие слова, я говорю, Иисус, если ты на самом деле ходил на этой земле, исцелял, врачевал, воскрешал мертвых, то прости мне мои, и я грехи не успел даже договорить, произнести, я только сказал, и у меня слезы как брызнули из глаз. И я не заплакал, я просто зарыдал. Я рыдал, меня аж подкидывало на кровати, кровать скрипела, слезы текут, я не могу остановить. И думаю, у меня вроде внутри приятно, так хорошо, а в мыслях я думаю, ну если сейчас кто-то увидит меня из осужденных, что я тут плачу, лежу, рыдаю, думаю, ну мне конец. И вот такое смешанное чувство. Ну, я отдался этому, я проплакался, прорыдался. И знаете, я так мирно, так легко уснул после этого. И когда я утром проснулся, первая мысль у меня была об Иисусе Христе. Я стал думать о Христе. Я понял, что это не просто личность, что это не просто какой-то сильный пророк, как говорили мусульмане. Я понял, что это намного больше. Потому что то, что во мне произошло, такое наслаждение я не испытывал никогда в жизни своей. Очень стремился к этому, хотел это иметь, но такого умиротворения я никогда не получал. Я стал думать о нем, я начал Библию читать, изучать ее. Я прямо, знаете, как ее не читал даже, как будто я ее ел, я насыщался. Голод такой был, мне, вот как будто бы, знаете, вот вакуум вот бывает, да, вот. Ну, вдруг там получился зазор какой-то, и туда воздух начал. И у меня прямо наполнялось этот вакуум. И я никак не мог насытиться. У меня такое было состояние. И так вот я стал уже намаз, даже такой смешанный, стал читать. Я стал упоминать имя Аллаха. Там такие слова в молитве. Нет другого имени, нет Бога, кроме Аллаха, и пророка его Мухаммеда. И я еще стал говорить и Иисуса Христа в этот намаз. У меня такой смешанный намаз стал, мусульманско-христианский, такой каламбурчатый. И такой намаз я стал совершать. И знаете, однажды вот так вот, я уже стал ходить каждый раз, когда Саша приезжал, служитель, беседовать с ним. Стал читать Библию. И однажды я очень так серьезно стал задумываться о Христе. Для меня был вообще шок, почему его распяли, почему к нему, по сути, когда я разобрался, прочитал Библию, к нему была смертная казнь применена дважды. Первый раз, когда Пилат его велел бичевать, после такого бичевания уже человек живых не может остаться. Это уже все. И даже когда Пилат его вывел перед толпой, он сказал: «Сей человек». То есть там уже было все обезображено, там просто был кусок плоти истерзанный, мясо везде торчало, был до такой степени избит. Это была, по сути, смертная казнь. Жить после этого оставалось человеку недолго.
Ну, вот толпе было мало, и когда они кричали «распни его», Пилат всячески пытался его освободить. Уже и вора вывел из темницы для того, чтобы получить возможность законно освободить Иисуса. И люди выбрали Пилата, и ему ничего не оставалось, как только обратно завести Иисуса, и говорит: «Мне ли не отвечаешь? Я имею власть освободить тебя, имею власть тебя отпустить». И вы знаете, обычно в таких ситуациях человек, который вот попал в его власть имущего, он просит о пощаде, о милости, он плачет, он обещает большие деньги. Но когда я прочитал, что Иисус говорит ему, власть имеющему, говорит с властью, говорит: «Ты бы не имел надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Но больше греха на том, который меня предал тебе». То есть он как бы в таком положении находясь, еще Пилату развязывает руки и говорит, что тебе греха большого нету. Для меня это было вообще просто шок, потрясение. Применяется вторая смертная казнь, и он такие слова говорит, как бы еще снисходит Пилату и говорит, что ты уже сделай то, что ты начал делать. И на тебе нет греха такого, как у предателя, который предал меня тебе. И написано там, да, что Пилат еще больше же хотел отпустить его, но уже ничего не мог сделать. Толпа уже кричала: «Распни его». И я когда это прочитал, я был в шоке просто. Я думал: почему? За что? Он ничего не сделал беззаконного. И знаете, это меня заставляло думать о Христе постоянно. Я думал везде о Нем. И однажды я, опять-таки помолившись таким смешанным намазом, читая о Христе, думая о Христе, я лег спать, и когда уже у меня смежались глаза, я уже почти что засыпал, и вдруг включается свет. Но мы там делали так, что вот у нас режимное же учреждение было, и у нас был барак такой, что там были все склонны к побегу, склонны к нападению, всякие такие вот большие срока у кого, всех собрали нас туда. У нас дежурный даже отдельно сидел в нашем бараке по колонии, то есть по этому бараку даже. И когда нужно было вот чем-то заниматься, там в карты играть, садились или что, они одеяло завешивали и потом включали свет и занимались своими делами. И я увидел, что свет включился. Когда я засыпал уже, я думаю, ну неужели у кого-то ума хватило опять включить свет? А если когда увидеть, что свет горит, ну это, если обнаружится это, то там начинали уже применять какие-то вещи к нам, санкции такие. Мы спортом заниматься начинали, там бегали по этажам. И администрация к этому так относилась. И, в общем, я подумал, что опять кто-то свет включил. И когда я с таким возмущением стал открывать глаза, я понял, что свет идет не от ламп, не освещения, а свет идет от стены. И когда я повернулся к стене, я увидел, что стоит Господь Иисус. Его одежды были белоснежно-белыми, такого белого цвета здесь на земле его нету просто. Он был очень прекрасен, он был очень красивый. Я не могу это описать. Его одежды так развивались на ветру. Он стоял и смотрел прямо на меня. И вы знаете, в этот момент я говорил, до этого я не мог его назвать Господом, не мог его назвать Сыном Божьим. Но в этот момент, когда я его вот увидел и смотрел на него, каждая клетка в моем организме, каждая молекула в моем организме, она пищала и говорила с трепетом: «Сын Бога Живого». Сын Бога Живого. Я боялся даже пошевелиться, боялся даже дышать. Я смотрел на него, наслаждался вот этим видением, которое я видел. И все во мне говорило, что это Сын Бога Живого. И вы знаете, я действительно готов был принять, что это Сын Бога Живого, назвать его Господом. Но я, как сейчас помню, в моей голове
вот эти мысли, они как рой пчел, прям, ну, там столько много этих мыслей, они говорят, нет, это не Сын Бога Живого, нет, это не Господь, это просто сильный пророк, очень сильный. И вы знаете, я вот как сейчас вспоминаю, это просто какой доступ имеет дьявол в наш разум. Он просто вот там полноправный, как хозяин может находиться. Он ходит туда, и вы знаете, он там мысли эти посылает и посылает, это как рой пчел у меня там. И он не дает как будто бы мне сорваться, знаете, с его крючка. И у меня вдруг в груди, как удар изнутри, и такое слово «Господь». У меня как будто кто-то изнутри ударил. И я думаю, так это же Господь. Надо повторить. И у меня в голове еще сильнее, еще больше это рой пчел. И еще больше мыслей. И это не Господь, это не Сын Божий, это пророк, это обычный человек. Он хоть что, но только не Господь. И у меня второй раз в груди, как удар, Господь. И тогда я понял, что мне нужно это произнести, принять. И я устами своими сказал, Господь мой. Мне так хорошо стало. И вы знаете, в этот момент мысли все пропали. Все, они улетели. Мне так хорошо стало. Я лежу, наслаждаюсь. И после того, как я произнес, видение исчезло, я Иисуса больше не увидел. И я в таком наслаждении, умиротворении, я просто уснул. Я уснул. И когда я проснулся утром, я проснулся уже христианином. Слава Богу. И я проснулся совсем другим человеком. Я знал точно, что Иисус Христос – это Сын Бога Живого. Это да и аминь, что это от Бога. Бог его родил, он недре отчим, рожден был самим Богом, Отцом. И для меня не было никаких вообще ни сомнений, ничего. Я это знал 100%, даже 200%. Я взял свои писания мусульманские, арафатку, там, тюбетейку. Я это все скрутил, свернул, унес там одному мусульманину, азербайджанцу. Я говорю, брат, это тебе подарок от меня. Он говорит, как? Я говорю, мне это больше не надо. Он говорит, как? Ты что? Я говорю, все, я люблю Иисуса, Он мой Господь. Он и твой Господь, но ты этого не знаешь. Он начал на меня кричать, ты сумасшедший. С этого момента вся жизнь моя поменялась. Я стал ко всем приставать. Я стал всем говорить, что Иисус Христос – это Сын Бога Живого. Я подходил к ребятам, я говорил, ты христианин? Мне говорили, да, христианин. Я говорю, скажи, что Иисус Христос – Сын Бога Живого. Мне говорили, да, отстань ты от меня. Вот к моему удивлению, многие не могли этого произнести, хотя они доставали кресты, показывали, вот видишь, меня крестили. Я говорю, ну скажи, что Иисус Христос – это Сын Бога Живого. Они говорили, да, отвяжись ты от меня. Но произнести это не могли. Только некоторые люди говорили, да, Он Сын Бога Живого. Это очень редко кто мог сказать. Хотя носили, говорю, кресты, те люди. К врачам, ко всем, я всем говорил, что Христос – это Сын Бога Живого, что вам нужно покаяться. От меня уже прятались все и сотрудники милиции, и администрация, и врачи уже только увидят меня в коридоре, они дверь закрывали на несколько оборотов ключи, закрывали двери, лишь бы только со мной не встречаться. Ну, каждый раз, когда я приходил на обход врачебный, это было раз в неделю, я обязательно там начинал говорить. Моя радость заключалась в том, что я умираю не просто, знаете, в грехах, но я понял, что я прощен. Я понял, что меня уже больше здесь ничего не держит на этой земле. Бог меня простил. Я прямо прощение Божие я ощутил прямо вот, знаете, на молекулярном уровне. Я всем телом ощутил, что на мне больше нет греха. Я это физически почувствовал. Это не могу объяснить. Для меня это было безумием, что когда люди говорили, я прощен. Я смотрел на них, думал, да вы ненормальные люди. Действительно, это так. Мы ненормальные становимся во Христе для этого мира. Я это ощутил полностью, что нет у меня греха. И вы знаете, когда там бывало так, что когда кто-то по телефону позвонит, то его запеленгуют, допустим, да, и приходили сотрудники и начинали переворачивать, это шмон называется, да, на жаргоне таком тюремном. И они все переворачивают. И твои любимые фотографии,
и продукты твои, которые ты, может, там хранил для какого-то дня рождения или там или для чего-то. И все это ногами стаптывают, знаете, это производит внутри ненависть, негодование. А я сижу, улыбаюсь. Я знаю, что час мой скоро наступит. Я скоро перейду к Господу, я скоро уйду на небо. Как разбойник, который был распят со Христом, Иисус ему сказал: ныне будешь со мной в раю. Я себя ощущал вот в таком же положении. Я думаю, скоро я туда уйду. У меня уже в кармане билет, документы все соответствующие. Скоро я вас оставлю. И когда ребята заходили, видят, что все перевернуто, ногами стоптано, и они на меня поворачивались, говорят: да что ж такое, смотри, он опять этот придурочный, извините за выражение, опять этот ненормальный сидит, десна сушит, говорили. То, что я улыбался, они так говорили, что десна сушу, как бы, тоже это на жаргоне на ихнем. И, в общем, радости моей не было конца, не было предела, я мог и днем, и ночью говорить о Христе. Особенно принимали с радостью его больные СПИДом, потому что они, вот им сегодня говоришь, они плачут, каются, а завтра их уже нет. Намного труднее, конечно, веровали те, кто не очень серьезно был болен. Они, конечно, противились. Многие противились, кто вот такой матерый уже в грехах погряз. Когда я только уверовал, помню, мне самое первое испытание, я иду по коридору умываться, и там стоит в коридоре такой, как называют их, атасник. На атасе стоит там на шухере. Я увидел, что он, как меня увидел, сразу шмыгнул туда блатным в комнату. Я думаю, ну, значит, будет какая-то разборка, значит, обо мне речь шла. Когда он так быстро среагировал, я иду, и когда поравнялся с ним, он вышел оттуда, он говорит: тебя ребята ждут на разговор, приходи. Я говорю: ладно, сейчас умоюсь, почищу зубы, приду. И когда я пришел, они такие подвыпившие были, все собрались и начали требовать у меня отчета, почему я вдруг поменял религию свою. Мне так было это удивительно и странно. Они говорили: мы знаем тебя, ты просто так не будешь этого делать. Давай колись, давай рассказывай, что такое, почему ты нашего Господа Христа, не трогай его имя, вообще не лезь сюда. Если ты что-то замутил, давай делай что-то другое, но не надо Христа сюда впутывать. И вы знаете, я очень сильно удивился, меня наполнило духом, так я так полагаю. У меня внутри все затряслось, и я стал им говорить местами из Писания, прямо цитировать из Библии. Хотя я прочитал, может быть, раза два всего, и то не полностью, но здесь конкретно на каждый вопрос я отвечал словами из Библии. Я никогда так не говорил, у меня лексикон был, знаете, такой, у меня было самое такое слово, это «ты чё в натуре?». Это был и восторг, и там, может, вызов какой-то. То есть не ограничился вот этими словами. У меня лексикон был очень бедный, скудный, но когда я стал Библию читать, моя речь очень сильно поменялась. Они смотрели на меня, слушали и говорили: ну ты даешь слушать, что у тебя с языком случилось? Ты так разговариваешь, как это. Я сам не знаю, говорю, ну вот Бог меня, но они мне, знаете, такие слова сказали, они сказали, отрезвели даже все. И они такие говорят: но если это у тебя серьезно, мы хотим, чтобы ты шел дальше так. Как бы благословили. Я почувствовал поддержку ихнюю даже, что они вот так вот серьезно отнеслись к этому. Хотя я думал, плохо все кончится, как обычно кончается в таких ситуациях. И я ждал, когда я перейду. Я ждал смерти. Она уже была мне не в тягость, уже мне было безразлично, среди родных, близких я умру или среди здесь осужденных. И вы знаете, это письмо, которое я написал, лживо тогда написал, что я христианин, я его уже не мог отправить. Я его изорвал, убрал в сторону все эти, разорвал его и убрал. И я посчитал, что это было путем обмана написано, в корыстных целях таких. И я его не смог отправить. И все, не желал уже, я понимал, что если я умру, я на небо попадаю. И приходит время, когда там каждые 3 месяца туберкулезникам нужно было подтверждать снимки, анализы сдавать. И пришел день, когда мне нужно было сдавать анализы. Я посмотрел, на тумбочке лежат всякие мензурки, бумажки. Я это все взял, утром рано встал, пошел, все сдал. Вечером прихожу, смотрю, у меня опять все лежит. Я говорю дневальному: ты, может, что-то перепутал? Он говорит: нет, все в порядке, так и должно быть. Видимо, там что-то перепутали.
И тогда я сходил на следующий день, опять все сдал. На третий день уже мензурок нету, только бумажки. Я говорю, ну это что такое, уже третий день. Мне говорят, сходи, может там засветилось что-то, пленка или что. Я пошел на третий день, и мне уже полностью прокатку со всех сторон делают. Потом опять меня вызывают, я говорю, все, я никуда больше не пойду. Хватит с меня, достаточно, дайте мне спокойно умереть. Вызвали милиционеров, меня увели к врачам. И врач говорит, ты что, буянишь? Я говорю, ну сколько можно уже, я уже неделю у вас тут по рентгенам хожу. И они говорят, ну садись, смотри, вот это снимки, когда мы тебя привезли, первый день ставили, а вот это вот вчерашние. Показывают мне, я говорю, я вот в этом вообще никак. Они говорят, ну что тебе сказать, мы можем тебя сегодня прямо с группы снимать. Ты абсолютно здоровый человек. Вот видишь, показывают у тебя, вот где были очаги легких, у тебя выросли новые ткани. И вы знаете, когда они это сказали, у меня был полный шок. Я понял, что мое путешествие на небо, моя поездка к Господу, она откладывается. Я готов был разрыдаться. Они были очень довольны, что я здоров, но у меня радости это не было. Да еще пенсию у меня, сказали, заберут. Но я больше всего был огорчен на Господа, что Он меня оставил на этой земле. Мне не хотелось жить, я уже смирился с этой мыслью, она мне была в радость. Потом уже, когда прошло время, я проанализировал эту ситуацию, я понял, что я плакал-то больше не от того, что я жить остался, а от того, что жить мне пришлось совсем по-другому. Не так, как я привык раньше жить. Заниматься тем, что было душе моей нравилось. На зло отвечать злом, на оскорбление оскорблением. Это для меня не было ничего зазорного в этом. Я мог и применять физическую силу. Это вполне нормально было. Но когда меня Господь оставил в живых, я понял, что жить я еще буду, и мне надо будет жить так, как я начал сейчас. Не только до смерти, вот, которую я ждал со дня на день, а уже до скончания, до самого конца. Неизвестно, сколько мне жить. И плоти моей не хотелось смиряться. Она говорила, как? И сейчас это будет моей нормой жизни. И именно по этому поводу, я думаю, я и обиделся на Господа. Я очень сильно огорчился. И каждый раз, когда меня уже перевели в отряд, я уже из больницы был выписан. И каждый раз на проверке я молился «Отче наш» и говорил Господу, Господи, я много раз хотел поменять свою жизнь. Я много раз говорил себе, с сегодняшнего дня я больше никогда не буду делать вот это. Перечислял грехи, которые я не буду сегодня делать, и потом остальные дни. И каждый раз, когда я это говорил, я в этот день делал просто как со стервенением это все. Я делал их намного сильнее, хуже и больше, как будто кто-то не давал мне сорваться с этого. И я так и молился, я говорю, Господи, если я тебе на самом деле нужен вот такой, то сделай из меня что-то доброе. Сам я уже ничего не могу. Я пробовал это много раз. Это бесполезное занятие. И вы знаете, Господь действительно начал это делать. Я ему разрешил, и Он начал это делать. Он начал меня менять. Я на себя как будто даже со стороны смотрел, я делал вещи, которые я никогда в жизни не делал. Я говорил слова, которые я никогда в жизни не мог бы произнести. Я совершал такие поступки, которые не были присущи никогда мне. Он как будто бы вот сам это все делал во мне. И я очень благодарен Господу за это, потому что это была такая серьезная у меня практика, которая воплощалась в моей жизни. Не только вот я читал это в каких-то книжках, в литературе или в кино. Вы знаете, когда я покаялся, я не мог фильмы смотреть. Меня звали по обыкновению, ребята там занимали самые первые такие места хорошие. Там даже не сидеть можно было, а возлежать, там матрасы ложили, фильмы смотрели. И когда вот я еще в больнице был, они мне, ой, Ильдар, заходи, давай, вот мы тебе тут приготовили. Я прилягу, лежу. И вдруг вот проникнешься в сюжет фильма, я уже покаялся, уверовал, и вдруг кого-то в фильме убивают, что очень часто бывает в фильмах. Как только выстрел или как только человек погибает, у меня начинали течь слезы, и я начинал плакать.
иногда очень даже всхлипывая. На меня все поворачивались и говорили: слушай, ну мы понимаем, ты уверовал, ну прекращай уже, не до такой же степени, что... И я вставал и уходил. Я не мог фильмы смотреть, у меня это не получалось. Я начинал плакать, когда герой фильма, особенно добрый, вдруг умирал. Я не мог понять, что такое Господь со мной делает, но сердце мое очень сильно стало меняться. И потом, когда я уже в барак перешел, там тоже жили смотрящие вот этих городов, которые небольших, которые были в этом секции, в этой, которой я спал. Они тоже, у нас телевизор прямо был вот посередине секции нашей. Они включали, все время, каждый день говорили: старшой, давай быстрее проводи это, развод, проверку, быстрее давай, все, фильм сегодня хороший. Хороший фильм. И каждый день говорили: хороший фильм, хороший фильм. А вы знаете, я не смотрел, я не мог смотреть, я уже ложился, отворачивался, молился про себя. И вот каждый фильм вот одно и то же. Скрип тормозов, гонки на машинах, потом какие-то любовные вздохи, ахи, поцелуи, потом какая-то там музыка такая мелодичная, море, там плеск, рестораны. И вот каждый фильм одно и то же. Перестрелки, выстрелы. Только вот эти вот все вещи, они меняются местами, вот эти звуки. Я лежал и смеялся. Я говорил: Господи, как я был глуп, когда я смотрел это все и восхищался этими вещами. Одно и то же каждый день. Только звуки меняются и все переставляется разными местами. И вот сегодня мир, он так и живет, он не дает ничего нового. Ничего нового здесь нет. Все только меняются позиции, а преподносится то же самое. Это было так явно мне открыто Господом. Было мне еще некомфортно то, что от меня многие отвернулись, когда я уверовал. И мне хотелось, чтобы все меня также принимали, но многие уже от меня скрывали многие вещи, потому что думали, что если меня спросят, я могу рассказать это все. Ко мне доверие пропало. И однажды я прочитал в Библии такое место, когда написано, что Иисус говорит: тот, кто в вас, больше того, кто в мире. И я понял, что Иисус – это намного больше, чем то, что может этот мир дать. Я это осознал, прямо почувствовал всем своим существом. И мне уже как было не очень достаточно. Я стал везде говорить о Христе. Мне дали работу, я стал резьбой по дереву заниматься. И знаете, мне Бог дал такую возможность, это была моя мечта. Я стал вырезать картины по дереву. Из дерева, полуобъемные такие картины. И вырезал я только сюжеты из Библии. Во время вырезания я думал о том, что какой сюжет я вырезаю, например, из дерева, ветхозаветний или новозаветний. И я в это время как будто бы вкладывал в это свое сердце и беседовал с Богом, и спрашивал, какое лицо у Петра, например, должно быть, какое у Иоанна, там, какое у Иисуса. И все это вырезая, как бы вот такой диалог продолжался и в работе. И, знаете, я заметил, что осужденные, они очень сильно жаждут о Слове Божьем. Но ввиду того, что вот их уровень жизни такой, и им нужно марку держать, они не хотят перед другими показать в том, что они такие слабые, немощные, нуждаются в Боге. Они все это тщательно скрывают. И когда я там вот вырезал, был на первом этаже, и у нас был второй этаж, там тоже была ширпотребка, и там была очень хорошая слышимость. И так получилось, Бог дал такую возможность, что у меня, где я работал, проходили собрания. Там собирались те, кто хотел к Господу обратиться, кто искал Господа всем сердцем. И вы знаете, Бог приводил таких людей, которых я никак не ожидал, что они будут ходить и молиться. Я вообще даже, когда во время молитвы приоткрывал глаза, смотрел, думаю: ты как сюда вообще пришел-то? Думаю, ты же такой человек, который не можешь вообще как бы так вот смело. Но Бог приводил таких людей, которых даже удивлялись сами осужденные, и говорили: как так он молится с тобой, там ходит. И каждый раз все знали, что после ужина у меня там начиналось собрание, и все приходили именно не ко мне, а одевали такую свою лучшую нарядную одежду, они так прихорашивались.
И приходили туда, где наверху надо мной, вот где работали ребята, там все слышно было, там толщина вот такая пола небольшая. Они туда собирались, и все говорили, мы за спичками пришли, кто-то за солью, там, и он понимал, что для чего они приходили. И когда очередной раз уже в набитую эту каморку заходил еще один человек, все поворачивались, говорили, что, спички надо? Он такой, ну да, как бы другому там, или соль тебе надо. Они понимали, зачем пришел. Обычно там музыка играла всегда, радио на полную катушку. Но когда начиналось у нас собрание, они это все приглушали. Там такие паузы наступали длительные, когда особенно Слово Божие читалось. Я понимал, что они жаждут. Они очень сильно хотят слышать Слово Божие. Но вот эта гордыня внутри них, она не давала ему открытую сказать, признаться. Многие приходили только ночью, пьяные, чтобы излить душу. И каждый человек в этом нуждается. И вот когда я вырезал картины, тоже часто приходили ребята вечером и говорили, у тебя есть какая-нибудь картина? Я говорил, ну да, еще не совсем готова, но есть. Они говорили, покажи. И я ее ставил на столе, свет направлял так. Они сидели молча, смотрели. И потом начинали спрашивать, а вот это кто слева такой вот, лысоватенький? Я говорю, это вот тот-то, тот-то библейский там герой какой-нибудь. А вот этот кто с длинными волосами? Я им объясняю. Потом потихоньку начинаю уже Слово Божие им рассказывать, говорить. И потом проходит какое-то время, они все поворачиваются, слушай, он опять там проповедует, пошли отсюда. Ну вот так вот давал Бог такие возможности говорить. И однажды, я помню, приехала комиссия из Москвы, и нас заставили все наши каморки засыпать снегом, все двери заколотить, как будто им ничего нету. И мы ждали, когда эта комиссия уедет. И вот последний день они когда были, ночью, нам дали разрешение, чтобы мы раскопали, все открыли. У меня там была кошка голодная, я переживал за нее. Я откопал, стал ее кормить, одел, когда снег копал, одел такую самую грязную одежду. И вдруг прибегает ночью дневальный со штаба и говорит, Ильдар, тебя в штаб зовут. Я в недоумении таком думал, никогда там не бывал, кто меня там может позвать. Я прямо не успел переодеться, в этой одежде прямо, в которой работал, прихожу. И там был прокурор из Москвы, зампобор нашей зоны. Такой полумрак, я пригляделся, они сидят, у них стол накрыт. И вот этот прокурор, он держит картину в руках, которую вырезал я. Там картине в этой Иуда придает поцелуем Иисуса Христа в Гефсиманском саду. И он стал мне задавать вопросы, он говорит, ты создал эту картину? Я говорю, да. Он говорит, начал спрашивать, кто это такие, о чем сюжет. И я начал ему благовествовать. И меня опять наполнило так, что я говорил так, с такой силой. Слава Богу, Бог дал такую возможность. Говорил местами из Писания. Он только удивлялся и говорил, ты откуда это все знаешь? Откуда ты это все знаешь? Я говорю, а неужели вы не читали ни разу Библию? Он говорит, нет, не читал. Я говорю, вам надо обязательно прочитать. Он говорит, хорошо. И опять спрашивает, я опять ему говорю. Зампобор сидит прямо аж весь ни живой, ни мертвый, если можно так выразиться, от волнения. И потом, когда уже он все понял, выслушал меня, поблагодарил за разъяснение, что-то там написал, отметил. И я ушел. И потом меня так потряхивало, даже я думаю, Господи, Ты дал свидетельствовать этому человеку, которому я никогда бы в жизни, наверное, вот так в обыденной жизни с таким человеком никогда не встретишься, не сможешь увидеть, потому что он очень недосягаемый в своем положении. Но здесь Бог дал для этого человека вот такую возможность через такого осужденного рассказать ему о себе. Слава нашему Господу. Я был очень рад этому. И было очень много, конечно, такого. Но я когда уверовал, я еще находился в таком положении где-то, наверное, то есть на зоне находился еще где-то больше года. И я тоже благодарен Господу, что Он меня не освободил сразу на волю.
Но потому что я был еще такой, как сказать, неосвященный человек. И первые проповеди у меня даже были такие, что я начинал говорить осужденному о Боге. Особенно первые вот дни, когда я только уверовал. Пришел туда на работу. Меня слушает человек, слушает, а потом начинает говорить, там вопросы задавать. А вдруг мою семью начнут убивать? Мне-то что, молчать, что ли? И мне так хотелось за Бога заступиться, а слов я не находил. И я начинал физическую расправу уже применять, к сожалению своему, вспоминая об этом. И от меня убегали и говорили: да какой ты верующий, ты кулаки распускаешь, ты такой-сякой. Я падал на колени, я просил прощения у Господа, я говорил: Господи, прости, я не знаю, почему я так себя веду. Для меня это была очень сильная борьба. И потом уже Бог мне сердце такое смиренное сделал, что я уже смог совладать с собой. Слава Богу. Много было чудес, очень много было чудес. Вспоминать это все очень, конечно, трепетно, потому что пришло, жизнь моя началась такая, которая никогда не могла бы быть без Иисуса Христа. Я это четко осознавал и понимал. Я очень долго не мог бросить курить. И я молился, Бог вроде бы силы давал, но каждый раз, когда я переставал курить, такие соблазны приходили в мою жизнь. Мне приносили такие очень дорогие сигареты, из-за которых я не мог отказаться, сказать нет. И я видел, что эти сигареты даже на воле как бы стоят немалую цену. И я начинал курить по новой. Думал, я потом начну. И вот однажды так получилось, что там один был дежурный по колонии, заступил, молодой один капитан. И я никогда с ним не общался, не разговаривал, и он ко мне как бы особо, мне казалось, интереса не проявлял. И однажды я сижу, курю в кубрике прямо, в этом бараке, и он заходит. Я думаю, он меня увидел, что дым идет из рук. Я думаю, что я буду прятаться? Думаю, пройдет и пройдет. Нет, так поговорим, да отпустит. И он подходит ко мне и так дубинкой в грудь мне так уперся и говорит: собирайся в изолятор. Я думаю, сейчас выйду с ним на улицу, поговорю, и он меня отпустит. Вышли на улицу, я ему говорю: отпусти меня, что ты поймал такого нарушителя страшного, что ли? Он поворачивается ко мне, и у него глаза прямо чуть ли не полные слез, и он говорит: да какой ты верующий, ты позоришь имя Христа. И для меня это был полный шок. Я понял, что этот человек, он за мной давно наблюдает. Мне так совесть прямо обличила, мне прямо кипятком внутри как обожгло. Я думаю, пускай ведет куда он хочет, хоть в изолятор, хоть куда. Я молча с ним пошел. Он меня отчитал по дороге за мое поведение. И когда он меня в камеру завел, забрал у меня все такое, что может там повеситься или что сделать с собой. Все забрали. Я зашел в камеру. Я четко слышал, как камера захлопнулась. И там повернулся замок. Я стал молиться и каяться, плакать, просить у Господа прощения, что я опозорю Его имя, что, оказывается, люди со стороны за мной наблюдают, а я не в должном состоянии. И когда я помолился, я подошел к дверям, и я увидел, что дверь не закрыта, вот такая щель. И я так удивился, думаю, если я не выйду и не скажу, что не объявлюсь, придут, увидят, что дверь открыта, и, думаю, меня побьют. Скажут, что я открывал ее сам, начнут спрашивать, чем. Думаю, надо мне идти прямо самому туда, к дежурку. Иду по коридору, молюсь, ноги трясутся, думаю, сейчас достанется мне хорошо. Иду, молюсь и думаю, Господи, Ты же сказал не думать, о чем говорить, ибо Ты сам дашь. Я говорю, говори сам, Господи, дай мне слова нужны. И, в общем, я подхожу к дежурке, там дым коромыслом стоит, матерятся, в нарды играют или там в домино, или не помню. И я в проеме дверном показался, появился, у них такой шок, они все повернулись. И я к дежурному обращаюсь, говорю, молюсь, Господи, что сказать? Я ему говорю, дежурному, что, я пошел? И он так сидит, смотрит, и головой кивает, мол, как бы, иди. Эти повернулись дальше играть. Я думаю, как идти-то? Там же 2 двери надо, чтобы открыли мне.
Обычно без сопровождающего не выпускают осужденного. Я подхожу к первой двери, нажимаю на кнопку, и там зеркала так настроены, что там сверху сотрудница смотрит. Я в зеркало смотрю и говорю, головой киваю, говорю, ну, открывай. Она так посмотрела пристально, открыла дверь. У меня ноги подкашиваются, трясутся. Я пришел в барак, я плакал, молился, я говорил, Господи, прости меня. И я понял, что это происшествие не останется безнаказанным. Я понял, что меня сегодня вечером отправят этапом куда-нибудь там в лес или еще куда-нибудь. Я был готов уехать. И вечером я уже все приготовился. И вечером, когда всех объявляли, кто едет на этап, моей фамилии не прозвучало. Я понял, что произошло великое чудо. Я понял, что курить я дальше не имею права и вести себя подобающим образом я должен как христианин. Я не имею права больше участвовать во всех этих делах, которые порочат имя Христа. Это я четко усвоил после этого урока. С этого дня я больше никогда не курил. Слава нашему Господу. И потом получилось так, что я во сне увидел, что меня освободят раньше срока, что я оставлю 2 года. И я начал говорить ребятам, что я уйду досрочно домой. Я 2 года оставлю. Они смеялись надо мной, говорили, ты что, ненормальный что ли? Со строгого режима захотел 2 года оставить. Мы тут 2 месяца не можем, а ты 2 года. И я им говорил, мне Бог во сне показал, кто со мной даже освободится. Я им говорю, ты пойдешь домой, ты и ты, показываю, кто будет вместе со мной. Они смеются, говорят, да нам никогда отсюда не выйти. Мы столько лет просидели, и уже не первый срок. Я говорю, я вам точно говорю. А сам думаю, что я делаю, Господи, а вдруг это просто сон как сон. Но так случилось на самом деле, что Господь сделал так, что меня освободили. Я даже не искал этого. Ко мне сам замполит подошел, говорит, напиши. Заявление я написал, и меня вызвали, и сказали, что я освобождаюсь. И вы знаете, это было тоже чудом. И когда мы выходили, я ребятам говорю, ну я же вам говорил. Они смеются, радуются. Говорят, да, мы не ожидали, что это совершится. И самое тяжелое, конечно, было, это когда мы шли с ними все вместе, я говорил о Христе. И когда мы только до магазина дошли, и после магазина уже я шел один. Я шел один, я их уже нигде не видел, ни на вокзале, нигде, не знаю, что с ними произошло. И я пошел к нашему служителю после того, как я освободился. И вы знаете, перед тем, как я к нему пошел, я очень изголодался, я решил подкрепиться. Зашел в кафе, и все столы были заняты, и я нашел столик, стоя, где кушают. Я подошел к этому мужчине, поставил на столик еду, начал есть. Он так на меня посмотрел и часть своей еды подвинул ко мне. Я говорю, зачем ты это делаешь? Он говорит, я хочу, чтобы ты это как от меня принял, как дар. Я знаю, что это такое. Я говорю, что прямо на лице так все написано. Он говорит, о, очень даже написано. Я понял, что весь мой вид, вся моя внешность говорит о том, что я вышел с места лишения свободы. Я очень долго не был на свободе, 5 лет получается. Я всего чужался, боялся. В автобусе даже боялся ехать. Для меня было страшно, как он с такой скоростью в лог спускается. И когда я пришел к служителю домой, я принес ему кассеты, которые он мне приносил. И его дома не было. Открыла его, кто получается? Ну, родственница, получается, открыла дверь. Она с его ребенком была дома. А они уехали куда-то на служение. Я дал кассеты эти. И знаете, мое желание было услышать, как молятся языками. Это на языках. Для меня это вообще дух пятидесятницы, для меня это то, что меня заставило обратиться к Господу, к Иисусу. И мне было очень важно услышать, как молятся на языках. И когда я понял, что Саши дома нету, я очень так расстроился немножко, что не услышу эту молитву. Я пошел на вокзал, купил билет. Сижу, у меня ноги все распухли, я за столько лет не носил так долго обувь, такую тесную. Я обувь снял, сижу, жду автобуса, и вдруг смотрю, я спиной к дверям сидел, смотрю, там расписание было стеклянное, кто-то зашел, и отражается это отражение.
Кто-то зашел и смотрит пристально на меня на входе прямо. Я потихоньку повернулся, я увидел, что Саша, служитель, стоит и смотрит. Он смотрел, потом подошел ко мне, мы с ним поздоровались, поговорили. Он говорит, пойдем ночевать ко мне. Я говорю, у меня скоро автобус. Он говорит, давай сдадим билет. Мы билет сдали, пришли к нему, всю ночь с ним проговорили. Он говорит, пора спать, давай помолимся. И я вот первый раз услышал молитву на языках. О, как это было чудесно, я просто умилялся, я даже заплакал. И я внутри себя так сказал, Господи, я туда попал, это моя церковь, я на место приму. И утром он меня проводил, я уехал домой. И с этого дня началась моя христианская жизнь уже на свободе. Слава нашему Господу. Я, когда освободился, конечно, очень было все по-другому. Пришлось все по новой начинать эту жизнь. Ко мне стали приезжать ребята, которые знали меня по мирской жизни. Мы во дворе собирались. Для меня казалось, что они уверуют все, абсолютно все. Они собирались, мы забивались в одну самую машину, выбирали, которая семиместная какая-нибудь. Мы в нее забивались все. И я всю ночь до утра им говорил о Господе. Это продолжалось недели 2. Я думал, что, наверное, они все уверуют. Они плакали, они каялись. Но, знаете, произошло наоборот все по-другому. С ними, когда я говорил, они говорили, Ильдар, мы уважаем тебя, мы понимаем, что ты уверовал, что это самый чудесный путь, но это не для нас. Мы не можем оставить это. Через слезы они говорили это. Люди, которые живут преступной жизнью, они плакали и говорили, мы не можем это оставить. Для меня было, конечно, это тоже удивительно. Но я вспоминал себя, как однажды мне говорили. И я тоже не мог, я отсылался на то, что я мусульманин. И многих уже сегодня нет в живых. Они уже вышли из этой жизни. Но Бог изменил мою жизнь, и сегодня я живу, и я просто живу и наслаждаюсь этой жизнью. Я мог ее потерять. Буквально вот дьявол до такой степени довел уже меня, что ему оставалось вот только... Я стоял на краю могилы, и ему осталось только вот небольшой толчок, и я уже там, и все. Ничто бы меня не могло уже вернуть. Но вы знаете, Господь такую милость огромную явил в моей жизни, что Он мне дал еще один шанс. Дал еще один шанс. И вот эту съемку сегодня, которая происходит, я с радостью говорю о Христе, потому что Бог реальный, Бог живой. Сегодня, где бы я ни работал, где бы я ни появлялся среди неверующих людей, когда я им говорю о Христе, как Он изменил мою жизнь, они даже перестают кушать там, например, или там поворачиваются, говорят, ты говоришь, ты мистику какую-то нам рассказываешь. Я говорю, да ну а как еще? Бог живой, Он реальный. К Нему только нужно обратиться. Но мы этого не делаете, мы этого не делаем. Мы так увлечены этой жизнью, нам кажется, столько много здесь интересного, хотя Бог говорит, это будет ничем, это будет ничто, последний день. Останется только то, что истинно, что верно, что чисто. И любовь к Господу, она, конечно, победит все. Слава нашему Господу. Я очень полюбил Господа, и я понял, что Он любит нас очень сильно. Он оставил небо и пришел сюда на землю в любви своей для того, чтобы доказать это все и показать, как Он любит сильно, для того, чтобы победить это зло, которое на земле сегодня. О чудесах Божьих люблю рассказывать. И иногда я слышу упреки в адрес свой, когда я говорю о чудесах. Мне говорят, что ты все чудеса, чудесами сыт не будешь. Но вы знаете, я хочу сказать вот совершенно точно, чудо не может появиться вот так вот, чтобы оно свалилось откуда-то. И каждое чудо, которое приходит в жизнь человека, оно обычно очень сильно выстраданное. Это либо долгие молитвы годами, может десятилетиями, и ответ на это. И ответ прекрасный, удивительный, и это чудо. И оно не появляется вот так вот, ни с того, ни с сего, из небытия какого-то. Это всегда какие-то страдания, это всегда какие-то
лишение, и потом вдруг ответ от Бога. И ты понимаешь и видишь, что это только Его рука. И ты понимаешь, что никто не мог этого сделать. Это не повторить, не воспроизвести. Это только Его. Он прямо показывает, что это я делаю. Смотри, запоминай. И мне очень нравится, когда Бог вот так вот вмешивается в жизнь. Извините за выражение, может, такое не совсем, да? Ну, Он действительно вмешивается, потому что Он останавливает все законы земные, все наши предрассудки, к которым мы привыкли и свыклись с этим. Он, переступая все законы, Он показывает против всех законов, делает так, что говорит: вот оно, моя сила, моя любовь, это я с тобой рядом был всегда. У нас с женой, я женился в церкви, у нас с женой не было детей, были у нас молитвы, были у нас посты, были прошения. 10 лет молились, потом прошло еще 4 года, 14 лет, да. Мы молились, просили Господа, но врачи говорили, руками разводили, мы проходили обследование, говорили: мы не видим никаких препятствий, у вас должны быть дети, у вас все в порядке. Потом появились проблемы уже по здоровью, потом мы уже с этими проблемами уже не смогли даже иметь физически, уже там вмешательство было хирургическое. И мы уже так смирились с этой мыслью, хотели взять ребенка из дома малютки, но нам тоже было отказано, потому что моя судимость прежняя, она не давала таких возможностей. И было отказано. И мы стали молиться, все равно продолжали. И как бы уже не такие усиленные молитвы, не с постом. Но мы продолжали, у нас теплилась надежда. И однажды мы поехали молиться. Знаете, как у христиан бывает, за прошедший год, в Новый год молятся, благодарят. И просили благословения на следующий год. И мы начали молиться, приехали на молитвенное служение, благодарили Господа за прошедший год, просили благословения на следующий, молились. Очень много народу было, даже дышать было трудновато. Столько народу у нас было. И вдруг во время молитвы внутри меня, мне казалось, вообще так очень громко было, такой голос прозвучал: через год у тебя будет сын. И я от этого даже глаза открыл. Думаю, все слышали как будто. Я глаза открыл, смотрю, все как молились, так и молятся. Я поворачиваюсь на свою жену, жена плачет и молится. Я говорю: ты тоже слышала? Она говорит: что слышала? Я говорю: ну, понятно. Потом поговорим. Я стал молиться, плакать, радоваться. И когда все закончилось, мы посидели, пообщались. И я жене на обратной дороге говорю, что мне был от Господа такой голос. И он мне сказал, что через год у нас будет сын. И она заплакала. Я тоже опять заплакал. Мы молились, благодарили Господа и стали ждать ребенка. Я стал всем рассказывать. Я говорил: у меня будет скоро сын. Жена говорила: Ильдар, что ты делаешь? Зачем ты это говоришь? Зачем? Ведь может так, что вдруг не будет. Я говорил ей: что ты такое говоришь? Это же Бог сказал. Он должен прославиться. Как иначе? Она говорила: вдруг что-то пойдет не так. Я говорил: нет, все пойдет так, как Бог сказал. Я смотрю на ее животик. Время проходит. Ничего нету. И как я люблю обижаться на Господа, да простят меня за такое выражение, я очередной раз так огорчился на Господа, я ему сказал: ты из меня сделал посмешище. Господи, я всем рассказал, что у меня будет сын, живота у моей жены нету, в такие сроки короткие, которые остались, дети не появляются. Я очень сильно огорчился, ушел в себя. Потом уже это подзабылось немного. И проходит время, мы имели такое обыкновение после собрания молиться, собираться. И вот так мы собрались очередной раз. И мне пророчествующий сосуд подошла и говорит, что обещал, скоро исполню. И я в тот момент не придал даже этому значения. Я подумал, что у меня там должен был вопрос один разрешиться. И я подумал, что у меня разрешается этот финансовый вопрос. И так все, в себе это оставил. И потом проходит какое-то время, и нам звонят из дома малютки, с министерства, и говорят, что вы тогда заявку давали, что ребенка хотели взять на опекунство, и появился ребенок.
моя жена говорила, когда мы с ними разговаривали, нам сказали, что ребенка нам можно получить, но он будет либо физически недуг его какой-то серьезный, и он будет старше 11 лет. Такие условия были. Но мы согласны были даже на такое. И когда жена меня спросила, сколько лет ребенку, ей сказали, что ему 4 месяца. У нее чуть трубка из рук не выпала. Мы были очень сильно удивлены. Сразу же сели на машину, поехали, посмотрели его. И мы поняли, что он действительно наш. Даже когда вот там медик есть, который работает там много лет, она говорит, этот ребенок ваш. Мы говорим, как вы можете это знать? Она говорит, я много лет работаю, я знаю. Он никогда у нас не улыбался, а сегодня он хохотал. Мы говорим, как это он хохотал? Она говорит, я наклонилась к нему, и он как захохочет. Я, говорит, не поняла. Опять думаю, надо проверить еще раз. А еще раз наклонилась, и он опять захохотал. И она ему говорит, ты понял, что к тебе родители твои сегодня приедут. И вот так вот, знаете, Господь нам дал его. Он появился в нашей семье, слава Богу. И когда, знаете, я пришел, однажды очередной раз приехал на служение, и ко мне эта сестра, пророчествующий сосуд, подходит и говорит, дядя Ильдар, помните, вам было тогда слово, что то, что я обещал, скоро исполню? Это же об этом было. И вы знаете, у меня четко в голове, я быстро просчитал рождение нашего сына, и это получалось ровно год. Как я плакал тогда. Просил прощения у Господа. Вы знаете, мы даже можем себя считать такими достигшими христианами, что уже многое знаем, но у нас не хватает очень часто веры. Не то, что с горчичное зерно, даже меньше, намного-много раз меньше. И мы, знаете, мы очень часто бываем неверны, но Бог верен своему слову. Я ушел даже в туалет, чтобы никто не видел меня. Я там проплакал, каялся, говорил, Господи, прости меня, что я усомнился в Тебе. Бог очень чудесный, Он ищущим дает, взывающим отвечает. Он никого не оставит никогда без ответа. Хоть даже он будет неположительный, но это будет ответ от Него. Он Бог живой, Он не может пройти мимо страждущего, не может пройти мимо ищущего сердца. Это не в Его правилах, это не в Его характере. Мы, люди, укореняемся так в этом зле, в этой жизни, что мы считаем Его таким же, как, может быть, мы стали, или окружающие нас люди. Бог не таков. Его сердце наполнено любовью. Просто любовь. И подытожив, когда вот это все свидетельство, которое я сегодня вспоминаю, я хотел бы обратиться к каждому человеку. Знаете, очень тяжело бывает на первых порах, когда принимаешь Христа. Вообще, когда вот так эта благая весть начинает достигать вашего сердца, вы всегда перед таким стоите рубежом, вы понимаете, что если вы его примете, вам придется расставаться с многими вещами, которым вы полюбились вам, без которых вы не можете жить, без которых вы вообще не видите жизнь дальнейшую. Многие люди, которые пьянствуют, например, когда им говоришь, что пьянство грех, они говорят, а зачем, как еще жить-то, для чего тогда? Цель пропадает. Те, которые наркотиками увлечены, не то что увлечены, зависимы уже, они говорят, как без этого, хотя они надоели им. Грех, он всем надоедает, но сам процесс, в котором он нравится, сам вот это присутствие, это опьяняющее, дурманящее, оно именно дает вот этот вот эффект радости. Но я хочу сказать, что Бог, Он дает намного больше, Он это все перекрывает. Если в нем человек находится, он будет просто блажен, как написано, счастливый, да? Это блаженство, оно будет внутри вас жить, оно живет внутри каждого христианина, который не оставляет Бога, который с Ним ищет близости, который хочет с Ним находиться. Вообще,
Любить Бога – это Его заповедь, самое первое. Господь сказал: возлюби Бога всем сердцем, всем крепостью, всем разумением твоим. Это основной принцип вообще для жизни на этой земле полноценной, здоровой. Если человек будет Бога любить, то многие вещи в его жизни просто не придут, зло не придет в его жизнь в той мере, которую дьявол приносит сегодня в жизнь человека. Может быть, что-то и будет происходить, но Бог это все будет обращать во благо. Он даст и силы, даст и мудрости, даст и понимание, как выйти из этой ситуации, как говорят, сухими из воды. И человеку очень трудно свою любовь отдать Господу. Человек начинает любить вещи, которые его отвлекают от Бога. Кто-то наркотики начинает любить, кто-то начинает любить спиртное, кто-то начинает любить блуд. Ему даже не интересна сам личность человека, у него как уже соревнование какое-то начинается, он покоряет сердца за сердцами и думает, что в этом смысл жизни. И дьявол многих сегодня поймал именно на этом. Но Бог призывает свою любовь обратить к Нему. Он нас очень сильно любит. Ведь каждый человек может, посмотреть на себя, на свою жизнь, он может сказать и вспомнить, за что его можно было бы когда-то лишить жизни. Потому что грех должен быть наказан, а наказание за грех написано смерть. Каждый человек может найти в своей жизни такое, что он совершил, что достойно того, чтобы лишить его за это жизни. Но дьявол через это вину, он дает человеку такое обманное понимание, что Бог теперь тебя не простит никогда. И я встречал немало людей, которые говорили: я и сам был такой, что за мои беззакония меня никто никогда не сможет простить. Но Бог именно призывает: разве Он не видел, когда ты это совершал? Разве Он не знал, Творец земли и неба, что ты в этот момент делал? Ты можешь прятать это без конца, но Бог это всегда перед Ним, Он это знает. И в последний день, когда ты придешь, это все откроется. Не лучше ли воспользоваться тем, что Он сегодня предлагает, открыть Ему грех свой? Только Ему одному. Открыть, рассказать и получить спасение, которое Он приготовил. И, как Он сказал однажды: иди и впредь не греши. И Он даст силы. Он даст силы. Я помните, как говорил, когда я уверовал, я говорил: я много раз пытался, и у меня ничего не получалось. Но если ты хочешь, чтобы я шел за тобой, помоги мне, сделай это. Если мы так говорим, если не на свои силы надеемся, а только на Него и отдаем свою жизнь в Его руки, действительно так и происходит. Он будет вести, Он будет научать, Он будет показывать. Он будет помощником, самым лучшим другом нашей жизни, которого мы не захотим ни променять ни на что последствия. Не нужно бояться открыть Ему сердце свое. В Библии написано, сам Иисус говорит, когда Его спросили, Он говорит, что многие поищут и не превозмогут. То есть Бога, получается, ищут почти все люди. Нет ни одного, наверное, человека на земле, который бы Его не искал. Но поищут, написано, сам Господь говорит, и не превозмогут. То есть, получается, человек не может что-то в себе переломить, не может превозмочь любовь к чему-то больше, чем Богу. Он что-то любить начинает больше, чем Бога. Он не может себя отдать, себя самого в Его руки. Я хочу вам посоветовать, чтобы вы не боялись превозмочь. Вот то, что поищут и не превозмогут. Я желаю вам, чтобы вы поискали и превозмогли, когда придет в вашу жизнь такая ситуация, чтобы вы без страха расстались со всем, к чему прилепилось ваше сердце, что вы любите больше, чем Бога, чтобы вы хотя бы даже для эксперимента просто попробуйте отдать Ему свою жизнь, свои руки. Если не получится, вы чтобы можете сказать: ну, у меня не получилось. Но доверьтесь Ему, и дальше вы сами увидите, что прекраснее Его ничего на этой земле нет.